Хочу поблагодарить сегодня Арва за то, что она сегодня дала нам возможность обменяться мнениями, поговорить. И здесь, продолжая мысль, я первое должен что сказать, что все выступающие, которые до меня говорили, очень многие вещи правильно, хорошо озвучили. Это то, что беспокоит сегодня и граждан нашей страны. И продолжая мысль Виталия Викторовича, я бы еще на что хотел бы обратить внимание. Исторически так сложилось, наше географическое, геополитическое, скажем так, положение нашей страны, оно веками приводило к тому, что мы оказывались в эпицентре мировых событий. Сегодня то, что происходит в мире, это то же самое продолжение этой же истории. Мы не должны, на мой взгляд, рассматривать вот ту проблему, о которой мы сегодня с вами говорим, в отрыве от глобальных каких-то вещей. Почему? Потому что сегодня в силу изменения мировой ситуации, мировой политики, мы видим противостояние, серьезнейшее противостояние, которое происходит в мире. Не учитывать это и скидывать со счетов эти проблемы и думать о том, что это только наша внутренняя проблема, это было бы не совсем верно. Почему? Потому что сегодня за Республикой Грузия, с которой у нас не подписан мирный договор, страна, которая нас называет оккупированной территорией, и так далее, сейчас не хочу время отнимать, вы все прекрасно знаете, то отношение официальных властей Грузии ко всем тем процессам, которые происходят в Абхазии. Для них не существует понятия абхазский паспорт. Для них это бумажка, которая ничего не стоит. Для нас абхазский паспорт это все, это наше сегодняшнее, завтрашнее и так далее. Я почему об этом говорю? Потому что те программы, те усилия, те методы, которые применяет власть Грузии, и за ее спиной, которые силы стоят, объективно нет ни одной реальной силы, которая хоть на миллиметр видела бы Абхазию, абхазов, государственность абхазскую как реальность какую-то. Они эту мысль не оставили и оставлять не собираются. Отсюда исходит все то, что на сегодня они способны. Вот немножко, извините, что так скажу, я попытаюсь поставить себя на место властей Грузии. Вот давай поразмышляем, что сегодня надо для того, чтобы изменить сегодня ситуацию в Абхазии. Вот здесь был разговор о пятой колонии. Да, сегодня в Абхазии создать пятую колонну, и начиная вот от Гальского района, это как бы для них большой, извините за сленг, шоколад. Почему? Потому что показать всем и всему миру и доказать, что государственность абхазская, она ничего не стоит, потому что граждане Республики Абхазия, или так, не так для них, люди, проживающие на территории Абхазии, они стремятся якобы потихоньку стать и поиметь все те блага, которые сегодня пользуются гражданами Республики Грузия. Тихой сапой, шаг за шагом, они это пытаются провести. А здесь наша с вами задача в целом общества. Еще раз подчеркиваю мысль Виталия Викторовича. Здесь середина у нас золотая должна быть. В то же время попытаться интегрировать наше общество тех, у кого исторически были за одни сутки поменены фамилии, имена. Но самое главное, еще раз подчеркиваю, самое главное, что поменено сегодня самосознание. В первую очередь мы должны работать над тем, чтобы вернуть самосознание. Тимур Надараев здесь, когда по-абхазски говорил, он сказал интересную вещь. Я неоднократно от него слышал. Говорит, я, знаю свои корни.
Но сегодня попробуй Тимуру Надарай кто-нибудь сказать, что он не абхаз. Он и здесь абхаз. Вот в чем самая главная и интересная проблема. И мы в силу разных обстоятельств, тех или иных случаев, мы этот гальский вопрос, на мой взгляд, иногда очень поверхностно, иногда очень, скажем так, упрощенно, не заботясь о завтрашнем нашем дне, подходим. Я призываю не только здесь сидящих я призывать не собираюсь, я призываю всех граждан, ответственных, депутатов парламента, руководство страны, не спешить. Не надо в этом вопросе торопиться. Мы с вами можем заиметь такой прецедент, что мы закончим с государственностью Абхазии. Не дай Бог, конечно. Мы можем так наиграться, к тому привести, что этот, извините, проект кто-то быстро нам закроет. Давайте быть очень ответственными и очень серьезно подходить к этим проблемам. Парламент этот законопроект, его вот это должны услышать то, что мы хотим сказать главное. А если нас будет игнорировать, мы как акции призовем, у нас другого варианта не останется. Сегодня я хочу вот что еще добавить. Сегодня проходит, как вы знаете, уже закрытая встреча с парламентом главы государства. Какие вопросы там будут решать, о чем будут говорить, мы догадываемся. Вообще, конечно, интересно сам момент, да, закрытая встреча. Я что-то, может, в этой жизни не понимаю, но там что обсуждают? Значит, темы, которые совсекретно, что ли? Темы, касающиеся безопасности, обороноспособности страны, передвижения войск или еще чего-то. Может, мы что-то не знаем? Но когда там, как мы слышим и догадываемся, обсуждаются те темы застаревшие, которые общество не принимает, которые в штыки все воспринимается, и это вот срочно надо до Нового года, значит, принять. Дышать нечем. Опять нажим, опять наезд. Вот здесь хотелось бы, вот то, что Тимур сейчас сказал, что парламент и так далее. Мне кажется, здесь некое действие происходит, вот отвлечение внимания людей, увод в сторону каких-то этих. Вот это вот, не знаю, я могу ошибаться, это мое личное, мне извините за эмоции. Пожалуйста.